Третий сход граждан за этот месяц в этом селе. Тема одна и та же. Коммунальные услуги, за которые многие жители просто отказываются платить. Сегодня со старейшинами жители села обсуждают эту тему, а местные власти призывают оплачивать коммунальные услуги, ведь это тоже продукт, и он не бесплатный. Еще недавно это сельское поселение было первым в списке добросовестных плательщиков за воду, газ и свет, но сохранить хорошие результаты в последнее время не удается. Суммы за потребленные ресурсы многих составляют 50, 100, а то и 150 тысяч рублей. Старейшины села обращаются к населению с просьбой оплачивать свои долги хотя бы частями. Бытовой прибор даю, холодильник даю, дади морозильник даю, дади разогреватель, спички даю. Ну, вы фунна будете текущий платеж, когда данные беганы, язык данные беганы, влах волк пенсии хаишни, то есть 1000 рублей данные, 1500 данные дорожки. Многие присутствующие в зале помнят те времена, когда приходилось топить печи, а дрова привозили из леса. Но сегодня для комфортной жизни созданы все условия. Газ, конечно, природное благо, однако добывает ее частное предприятие, которое без соответствующего финансирования не сможет обеспечивать нас голубым топливом. Но у жителей села относительно этого вопроса свое мнение. Дело в том, что 90-80-100 Многие жители жалуются, что электричество им подается не в полной мере. Если днем бытовая техника еще как-то работает, ночью она просто не в силах тянуть мощность. Так или иначе, платить все же нужно. Если жители не начнут оплачивать свою задолженность, работники МРСК примут крайние меры. Текущие платежи, Последовать своему примеру и наконец-то оплатить все долги советуют злостным неплательщикам и те жители, у которых все в порядке со счетами за коммунальные услуги. Ведь, как показывает практика, оставшись без всех этих благ, начинаешь ценить удобства цивилизации. Впрочем, с этой проблемой борется каждый по-своему. Имамы, к примеру, на пятничных проповедях призывают население платить, а местная администрация проводит совместно с МРСК рейды. На этом сходе связано большинство, конечно, с платежами. Это сход у нас проводится. Но при этом еще у нас есть ветхие водопроводы и дороги у нас, кое-какие дороги нужно отремонтировать, всякие вот эти. Ну так, по возможности мы ремонтируем, стараемся что-то. Возможно, эту тему обсудят и на 4-м сходе, который пройдет уже совсем скоро. Только так удастся решить эту затянувшуюся проблему. Рина Сычуева, Адам Далаков, Новости 24.